Заны худут сэмбэна, мнодыр юнтухэ хорылдыхыбди. В общем, я думаю, что сейчас самый идеальный момент забросить эту идею в головы наших людей, потому что сейчас как раз-таки самый подходящий, как я уже говорил до этого, момент. Идея в чем? Идея в том, что в Южной Корее и в США бурятская диаспора должна наконец-то оформиться, и в этих двух регионах должны пройти два всебурятских суглана. То есть мы должны собраться, предоставить всем желающим слово. Понятное дело, что, конечно, для ФСБ это острый нож прямо в сердце. Конечно, они будут пытаться всеми силами блокировать это мероприятие, провокации устраивать, засылать своих людей, не давать слова, допустим, таким как я, не пускать меня на такое мероприятие. Но я считаю, что я не говорю, что вот завтра я объявляю этот сход. Понятное дело, что может никто не прийти, по разным причинам, да. Пока еще общество, я считаю, не готово. Сейчас суть в том, что так как люди меня слушают, прислушиваются, я эту идею, потому что все назрело, да, эту идею должен в ваши головы запустить. То есть мы должны себе, мы, бурядут, да, должны, как и все остальные народы, но у вас там должны свои собственные блогеры, активисты это все инициировать. И желательно те люди, которые не связаны с различными фондами, с ФСБ, с СВР и так далее. То есть это не то, что желательно, такие люди и должны. То есть для чего и нужны вот эти все всякие движения за независимость и так далее. Для того, чтобы якобы представлять бурятский народ. На самом деле всегда такие вещи решаются именно на сборе, на суглане. То есть я думаю, до людей должно сейчас дойти. Почему? Люди, наверное, как думают? Мане балдын лама турмуды ород, детеншнды воена, хашты хун байыр бурят солонгысты хугат тигет удур бури хашхаржы воена. Так, наверное, думают, да, хунут. И, наверное, дойдет до людей, что такой суглан нужен. Что это будет за вообще сборище такое, собрание. Как я уже сказал, должны прийти все те люди, самые активные, во-первых. Желательно, чтобы все, конечно, пришли, но мы понимаем, что такое, возможно, не получится. Ладно, какое-то большое формирование должно людей прийти, разнообразных вообще. Не обязательно, что именно только активисты, блогеры или еще кто-то. Вообще все желающие, рабочие, студенты, все, кто хочет. И каждый должен прийти и объявить о своих каких-то проблемах, рассказать, у меня такие проблемы, я то-то думаю о судьбе бурятского народа. То есть мы все должны объединиться. На этом мероприятии мы должны выбрать тех людей, которые будут как бы лидерами этой диаспоры. То есть человек должен предоставить какую-то программу, должен быть уважаемый среди земляков, может быть, самовыдвиженец какой-то, да. То есть мы должны определить, что вот есть люди, конечно, надо обязательно проверить, не связаны ли они с ФСБ, не будут ли они, все это уводить, сливать движение, да. И, конечно, я не требую того, что мы на вот этом суглане обязательно будем говорить только про политику, обсуждать там войну и так далее, да. Можно все это сделать вообще. Я могу прийти как блогер, просто поставить камеру, и это будет все в прямом эфире идти. Но если люди боятся таких вещей, хотя уже, знаете, не должно никакого страха быть. Просто мы уже должны здесь объединиться. Даже те, кто, может быть, ватники какие-то или еще кто-то. То есть мы должны прийти, и несмотря на, разные взгляды и так далее, просто все высказать и выбрать вот этих вот лидеров. Затем поставить, нарезать задачи, да, какие мы
должны для себя какие-то цели и задачи выполнить. То есть это вообще проанализировать, собрать вообще со всех наших бурядут жалобы, их предложения и так далее, понять, какая в списке стоит первоочередная задача. Ну, допустим, у многих там со статусом непонятно. Ну, понятно, что здесь это все сложно решить, да, но тем не менее. Потом поделиться информацией какой-то о больницах, там, где какая помощь есть, что-то такое. Какие-то членские взносы организовать для того, чтобы вот это вот выбрать таких людей, как Балдан Лама, допустим, чтобы они могли быть такими центрами притяжения, да, то есть, ну, в наших силах, я считаю, тут несколько тысяч бурятов живет, можем там по Манону в месяц скидываться и содержать, да, таких людей, как Балдан Лама, допустим, чтобы они были в каком-то, снять какой-то им там офис, чтобы они в офисе сидели, проводили, как сказать, через стримы, через общение, да, устраивали, читали свои мантры и так далее. Ну, то есть какую-то такую духовную, советы давали и так далее, духовную работу проводили. Затем нам необходимо уже, чтобы эти лидеры по возможности как можно больше между собой взаимодействовали, получали обращения от граждан. Ну, то есть это полноценная такая должна быть у нас аналог какой-то организации, в общем, да, с руководителями и так далее. И мы должны, конечно, изначально так выбрать этих людей, чтобы потом уже не было всяких там ссор, скандалов, криков, да, не нравится, не нравится и так далее. То есть изначально надо этих людей проверить, понять, что за люди и так далее. И обязательно, чтобы была обязательно какая-то выборность, сменность. То есть это не так, что вот человек засел и все, и навсегда там сидит. Нет, конечно. То есть опять же смотреть по результатам его деятельности. Ну и туда может и войти, конечно, и проведение различных мероприятий и так далее. Но это, я думаю, само собой разумеющееся. То есть у нас должна быть какая-то диаспора, чтобы если какой-то бурят попал, ну, допустим, как я, в больницу, и у него все, там, край, выхода нет, никто ему не поможет, чтобы такой бурят простой мог обратиться, и чтобы диаспора ему могла чем-то помочь. Либо финансово скинуться, либо найти какие-то фонды, либо еще что-то. Ну, то есть, когда нас много, мы же можем вопросы наши решать, можем быть представительством нашего народа перед корейским правительством. Ну, короче, много задач можно решить намного проще. Да и вообще, все будут люди понимать, буряты, да, что вот ты не просто сам по себе какой-то гастарбайтер, завтра тебя могут депортировать или еще что-то. Ты в больнице можешь там заторчать на большие долги. Ну, вообще все, что угодно может с тобой случиться. А ты тут все-таки есть твои земляки, тебе обязательно помогут, выслушают и так далее. Ну и не менее важно тоже и психологическая какая-то помощь, поддержка. Многие тут живут в одиночестве со своими проблемами, решают проблемы алкоголем, еще чем-то. Ну, такой вот к Ламе тоже можно к тому же прийти, пообщаться, сказать, вот, все там достало, да, и так далее. Такие проблемы. Ну ладно, суть вы поняли. То есть это много задач туда входит. Открытие медиа, я считаю. И, конечно, я не говорю, что вот мы там соберемся и будем только про политику, про войну говорить и так далее. Нет, конечно, это культурный какой-то фонд может быть, независимое медиа, которое будет существовать на донаты. То есть люди будут снимать какие-то культурные мероприятия, спортивные и так далее. Да? Ну, то есть все это будет существовать, взаимодействовать, развиваться, работать. Я, конечно, так как уже все, срок получил, приговор получил заочный, не могу, как сказать-то, ну, я токсичная, да, фигура, давным-давно уже стал. Но, тем не менее, общество должно понимать, что такие люди, как я, обязательно тоже должны присутствовать на таких мероприятиях. И более подробно я все это еще напишу в своих постах, обязательно сделаю стримы еще на эту тему. Я считаю, что сейчас, я не говорю, что это все, сейчас я проговорил, завтра все там организовалось, побежали, все сделали. Да? Нет, конечно, пока я просто закидываю идею.
что такое обязательно нужно. И смотрите, это только начало на самом деле, да, первый этап. Проведение Суглана Всебурятского в Южной Корее, в США, затем какие-то делегаты, да, между собой, во-первых, должны все время на связи быть, США и Южная Корея. И затем какие-то такие люди нейтральные, да, могут и с Бурятией налаживать контакты. Ну, там, конечно, все это сложнее, еще как-то, но там именно просто на фоне какой-то культурной темы, да, то есть я там, конечно, не буду никак не участвовать, чтобы не быть, как сказать, токсичным человеком, ну, так как понятно, все там экстремисты и так далее, террорист, все дела, да, приговор. Понятное дело, что официальная организация такая, ну, можно сказать, неофициальная, но тем не менее, она должна, конечно, заниматься именно вот этими решением вопросов диаспоры. Затем помощь, информационное какое-то оглашение и так далее. Затем наших делегатов надо будет отправить во внутреннюю Монголию, в Китай. Понятно, что китайцы, наверное, тоже как-то настороженно будут, но надо объяснить, что мы там не устраиваем какие-то такие вещи опасные для китайского правительства. Мы здесь просто обсуждаем именно вопросы бурятского народа. Хотя, наверное, китайцам все равно это будет сложно воспринять. Но посмотрим, это тоже надо обсуждать. Но это все равно надо к этому стремиться. Потому что бурятский народ без своих бурятов это все равно неполноценный будет народ. И также и в Монголии. Монголия, ну, конечно, намного активнее, свободнее. И там необходимо тоже среди наших местных бурятов собрать, как сказать, ну там все это есть, просто надо с этими людьми встретиться, сказать, что вот мы хотим, у нас есть диаспора в Корее, в США, там, в Бурятии какие-нибудь подпольные люди, да, ну или не подпольные, в Китае там что-то делаем, и здесь. То есть мы перед правительством Монголии тоже потом, когда Бурятия освободится, вот эти вот диаспоры, они решающее значение же будут иметь потом в будущем. То есть, как сказать, перед правительством Монголии мы должны будем сказать, вот наш бурятский народ спустя такое-то время наконец-то смог восстановиться. Ну, бурят-монгольский имеется в виду. В общем, как-то так. Поэтому Нухудут, это, конечно, я понимаю, то, что я сейчас говорю, это очень тяжелая, сложная вещь, очень эпохальная, очень важная, но это то, к чему мы должны стремиться. Рано или поздно это все равно произойдет. Видимо, в этом всем мне, как какому-то, знаете, тарану такому, да, хашактай человеку, да, который кричит ходал в друге, уготована вот эта вот роль такого человека, который подкидывает идеи. Сам, ну, наверное, понимаете, что физически из-за своего статуса я не могу быть организатором или еще кем-то. Я могу просто приходить, быть представителем СМИ, высказывать свое мнение, говорить что-то. Ну, конечно, во главе каких-то таких организаций я уже со своим статусом уже точно быть не могу. Потому что такие диаспоры, конечно, они должны быть насквозь открытые для корейских властей, для США властей, для всех властей. И чтобы таких токсичных людей там, конечно, особо не было. Но, опять же, ни в США, ни в Корее никто ничего против не скажет. Но мы должны там, в этих диаспорах, как раз-таки обсуждать в том числе и будущее бурятского народа. Это уже все назрело, это не может быть только в Ютубе, не может быть только онлайн, что все мы где-то слушаем там тайком и так далее. Это вопрос очень важный, главный. Я понимаю, ФСБ сейчас увидит у них, они начнут там кипятком ссать, да, и так далее. Страшно им. Это самое страшное, что они вообще для них может произойти, потому что объединение бурятского народа это для них очень страшно. Но хотят того они или нет, это все произойдет. И не только бурятского народа, всех народов, я считаю, произойдет. Да, я понимаю, они будут засылать свою агентуру, будут пытаться разрушить эту диаспору изнутри, будут агентов присылать, будут давить как-то на лидеров и так далее. Но я думаю,
Несмотря ни на что, все-таки бурятский народ, он мощный народ, сильный, Маннехунут сильные все-таки, и мы сможем все это преодолеть. Ну и все другие народы, и саха, и тувинцы, все смогут, я считаю. Сейчас, конечно, мы несем колоссальные потери, но это все эти проблемы решатся. Все, барак балха. Занахудут. Такую идею обязательно слушайте. Я знаю толковых людей много в Корее, в США. Все думают, ждут своего шанса реализоваться, задумки свои есть. Обязательно все сбудется. Занахудут. Готовьтесь тоже, думайте об этом, между собой собирайтесь, мозгуйте об этом. Создание диаспоры уже необходимо, конечно. Но все уже, действительно, Балдын Ламаттер и ТНДБН, да, тоже некрасиво как-то все выглядит. Все эти вопросы сложные. Вот с больницей, сами видите, да, вот я вот со своим блогерским этим попадаю, и мне тоже некуда обратиться. И наших бурятов что, мало таких, что ли? Каждый, наверное, кто в больницу попадал, с теми же самыми проблемами сталкивался на самом деле. Потом сборы эти, да, вот давайте соберем, вытащим человека из больницы. Я в такой же ситуации побывал, понимаете? Тоже не знал, как мне оттуда выйти. Но Бурханхара получилось у меня. Попал в такую больницу. Просто мне реально повезло. Просто Бурханхара, реально. Занухудут. Байрла, комментарий бышты, лайки ты, подписка ты. Зенухудут. Дахин узатра, байр те.